Представьте, что вы мать. Единственное, что вы хотите, это защитить своих детей. Но вместо защиты страх, насилие, беспомощность. И даже когда вы бежите, все равно вас находят. Ее зовут Марал Аннаева. Марал всего 30 лет. У ней 2 дочери. Старшая Мелек 12 лет и младшая Ниазли 10 лет. Это дети, которые должны ходить в школу, смеяться, чувствовать себя в безопасности. Но вместо этого они жили в страхе. И по словам Марал, ее муж, сотрудник полиции, избивал ее, избивал их детей. Она просила помощи, обращалась в полицию, в суд. Никто не помог. И тогда она сделала единственное, что могла. Она сбежала сначала в Иран, потом в Объединенные Арабские Эмираты. Там она начала говорить, впервые открыто. В эфирах с активистами она рассказывала правду о насилии, о беззаконии, о системе, которая не защищает. И именно за это ее нашли. Сначала обвинения ложные, потом задержание по запросу Интерпола. Она просила убежище, ей отказали. И 15 апреля ее и 2 маленьких девочек посадили в самолет и отправили в Ашхабад. Туда, откуда она бежала. Туда, где она боялась за свою жизнь. Это не одна история. И самое страшное, она не одна. Послушайте эти имена. Абдулла Урусов, Алишер Сахатов, Мердан Мухаммедов, Фархат Мейманкулиев, Ровшен Клычев, Сердар Дурдулиев, Саддам Гулавов, Мялик Бердалла Мурадов и другие. Это не список, это люди, которые тоже надеялись на защиту и не получили ее. Некоторые исчезли, а некоторым до сих пор ничего не известно. За каждым именем стоят семья, дети, которые ждут. Люди, которые не понимают, почему. Сколько еще должно быть таких историй? Сколько людей должны пройти через это? Кто следующий? И если мир продолжит молчать, этот список будет расти. Я вам скажу имена преступников, из-за которых все это происходит. Первый преступник – это Сердар Бердымухамедов, незаконно избранный президент Туркменистана, который, сфальсифицировав выборы, украл голоса своих граждан и присвоил себе победу. И второй преступник – это его отец Гурбангулы Бердымухамедов, которого назначил национальным лидером его сын Сердар Бердымухамедов. В народе их называют двухголовыми президентами. Как вы думаете, как их знают в мире и в Туркменистане? В Туркменистане сын Сердар Бердымухамедов – герой Туркменистана. Не совершал никакого подвига и стал героем. Писатель, который написал за 3 года своего президентства 3 книги. Писатель, который не знает названий своих написанных книг. Отец его, Гурбангулы Бердымухамедов. Убийца, который в 2006 году убил бывшего президента Туркменистана Сапармурада Ниязова и захватил всю власть в стране. Так называемый дважды герой Туркменистана, который не совершал никаких подвигов, который за 11 лет своего президентства написал 58 книг, названия которых сам не знает. Про другие заслуги этих мошенников я говорить не буду, потому что это позорит не только их, это позорит весь Туркменистан, весь туркменский народ. Прямо сейчас в следственном изоляторе туркменских спецслужб насилуют и издеваются над Марал Аннаевой. Где спецуполномоченный докладчик по Туркменистану, который работает в ООН? Где Международная организация по правам человека? Где Международная организация по защите матери и ребенка? Я вам скажу где. Они все в Туркменистане. Все эти организации имеют свои подразделения и офисы в Туркменистане. Скажите, что они делают? Я вам скажу. Они участвуют в массовках с отцом и сыном Бердымухамедовыми при открытии объекта. Это их позор. ООН и их подразделения полностью себя дискредитировали в Туркменистане. И не только в Туркменистане. Свободу Марал Аннаевой и ее маленьких детей, Мелек и Ниазли. Свободу туркменскому народу от диктаторов. Да здравствует свободный, независимый Туркменистан.